Представители малочисленного ингушского народа внесли колоссальный вклад в развитие точных, естественных и технических наук, а также почтенно показали себя в изобретательской деятельности. Ингуши достойно проявили себя в совершении научных открытий, подарили миру усовершенствованные изобретения, многие из которых получили всероссийское, международное и мировое признание. Далее будет приведена информация о достижениях ингушей в области науки и изобретательской деятельности. Ахмед Шадиев, изобретатель и предприниматель из Ингушетии, создавший уникальную технологию промышленной обработки рыбьей кожи. В 2011 году создал фирму Шади, первую в мире фирму, которая основывается на производстве изделий одежды из рыбьей кожи. Ассортимент кожи рыб поражает не только богатой цветовой палитрой, но и разнообразием видов. Рыбья кожа имеет ряд преимуществ перед кожей млекопитающих, она тонкая и эластичная, при этом прочнее и качественнее любой другой кожи. Она имеет экзотичный внешний вид, ее можно покрасить в любой цвет, и область применения этой кожи очень велика. В фирме Ахмеда Шадиева производят различные аксессуары, изделия и одежду из рыбьей кожи, включая ботинки, туфли, ремни, кошельки, куртки, платья и даже картины. Помимо России и ближнего зарубежья, новое направление кожевенной промышленности также внедряется в Испании, Италии, Норвегии, Германии, Вьетнаме и других странах. Аслан Эсмурзиев. Аслан Эсмурзиев, ученый-химик, совершил некоторые научные открытия в области химии, преподает в Норвегии в престижном университете. Автор более 50 трудов, опубликованных в российских и международных научных изданиях, в том числе 3 международных патентов. Докладчик и участник ряда российских и международных научных конференций. Лауреат конкурса «Лучшие инновационные проекты». В 2011 году работа Аслана Эсмурзиева была представлена к защите в Норвежском научно-технологическом университете. Представленная Асланом Мусаевичем научно-исследовательская работа была высоко оценена академической аттестационной комиссией, и в этот же день решением научно-аттестационного комитета ему была присуждена степень доктора химических наук. Зулейхан Таумова. Зулейхан Таумова, ученый-физик, работает докторантом в Университете Мэриленд, штата США, с отличием окончила физико-математический факультет МГУ имени Ломоносова и поступила на аспирантуру в США в Университет штата Мэриленд. Область научных интересов Зулейхан Таумовой лежит в таком направлении физики, как квантовая электроника. Моя работа включает разработку новой технологии создания компонентов электронных устройств на базе полимеров. Обычно полимеры находятся в гелеобразном состоянии, но под воздействием лазерного излучения они затвердевают. Моя цель – улучшить технологию для создания компонентов наименьшего размера. Рассказывает Зулейхан. За свою научную карьеру в Америке, Зулейхан Таумова получила 2 патента и опубликовала 3 научные статьи. В 2017 году защитила докторскую диссертацию в Мэрилендском университете на тему улучшения разрешения техники литографии, основанной на видимом свете, и получила звание доктора физических наук. Муса Мальсагов. Муса Султанович Мальсагов, первый ингушский конструктор авиационной и военной техники. С отличием окончил Московский физико-технический институт и Московский авиационный институт. Свой дипломный проект «Разработка фронтового истребителя-бомбардировщика с вертикальным взлетом» он защитил на отлично. Вместе со своим руководителем, дважды героем социалистического труда Павлом Сухим, принял непосредственное участие в разработке истребителей Су-7, Су-9, Су-15 и других самолетов. Руководил летными испытаниями ракет на ракетном полигоне Капустин-Яр. Был членом Государственной комиссии по приему на вооружение ракетных комплексов. Руководил летными испытаниями ракет для атомных подводных лодок стратегического назначения. С 1975 года он ответственный представитель, генерального конструктора на Тихоокеанском флоте, наблюдающий за эксплуатацией ракетных комплексов на атомных подводных лодках. Муса Мальсагов – заслуженный испытатель ракетно-космической техники с присвоением именного морского кортика, заслуженный машиностроитель, лучший инженер отрасли, почетный работник Министерства транспортного машиностроения. Рюрик Ахриев.
Рюрик Ахриев и его брат Тамерлан изобрели усовершенствованный, улучшенный и самый экономичный роторный двигатель. В их разработанной модели роторного двигателя нет ударных механизмов, что дает возможность собирать его из керамических материалов, а также полностью решена проблема перегрева. Основными достоинствами модели роторного двигателя Ахриева можно назвать экономичность, компактность, бесшумность и дешевизна аппарата. Изобретение Ахриева относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано во всех областях, где применяются двигатели внутреннего сгорания. Тагир Аушев. Тагир Аушев – доктор физико-математических наук и проректор по научной работе и стратегическому развитию Московского физико-технического института. Единственный ученый с Северного Кавказа, удостоенный звания профессора Российской академии наук. Тагир Аушев прославился как успешный руководитель андронных коллайдеров в Японии и Швейцарии, автор более 500 научных публикаций, посвященных исследованию нарушений CP-симметрии, свойств тяжелых адронов, в частности, экзотических состояний, методики экспериментов и других процессов. Аушев провел ряд успешных исследований в области физики элементарных частиц, многие из которых являются самыми точными в мире, и благодаря которым ингушский ученый совершил научные открытия мирового масштаба. В частности, руководил важнейшей научной группой, занимающейся исследованием эффектов нарушения CP-симметрии в распадах B-мезонов. Результаты, полученные в этой группе, позволили подтвердить теорию Кобаяши-Маскавы, за которую ее авторы, японские ученые Макото Кобаяши и Тосихиде Маскава, получили Нобелевскую премию по физике в 2008 году. То есть, именно благодаря успешным исследованиям ингушского ученого, двое японских ученых стали лауреатами Нобелевской премии. Тагир Аушев имеет высокий международный авторитет, результаты его работ опубликованы в реферируемых журналах и широко цитируются. Он более 20 раз выступал на престижных международных конференциях по физике в США, Великобритании, Израиле, Китае и других странах. Магомед Сагов, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, норвежский ученый-изобретатель. Будучи 4-летним ребенком, пережил насильственную высылку ингушского народа в Казахстан. В Казахстане окончил школу с отличием, а затем и университет. Стал автором 3 научных открытий и более 50 патентов на изобретения, которые, к сожалению, в России не были оценены из-за националистов в патентных бюро. И в 90-х годах 20 века ему для реализации своих идей пришлось перебраться в Норвегию, где он стал востребованным изобретателем. Изобретенный им насос по перекачке нефти и любой жидкости произвел революцию в науке и особенно в нефтяной отрасли. Насос Сагова позволяет поднимать жидкость по вертикальной трубе на высоту 100 метров, в то время как другие насосы, еще со времен Архимеда, поднимали жидкость только на высоту 10 метров. К тому же, в 1594 году, Галилео Галилей вывел постулат, согласно которому столб воды, который может вытянуть любой, даже сверхмощный насос, не бывает больше 10 метров. Установленный Галилеем, 10-метровый предел никому из инженеров и ученых не удалось превзойти за прошедшие 400 лет. Никому, кроме Магомеда Сагова, придумавшего насос, поднимающего жидкость по вертикальной трубе на высоту более чем 100 метров. Его прозвали человеком, который перехитрил самого Галилея. Понимающие толк в нефтедобыче норвежцы сразу взялись за изобретение Магомеда Сагова, которое позволяет выкачивать из пластов практически всю нефть, в то время как при других методах в пластах ее остается примерно половина. В распоряжении Магомеда целое здание, конструкторское бюро, внушительный экспериментальный цех, контакты с такими компаниями-гигантами как Rolls-Royce и British Petroleum. Но самое главное – это уважение и возможность спокойно жить и работать. Помимо усовершенствованного насоса, Сагов изобрел колесо, которое не вязнет в грязи и не буксует в сыпучих песках, оно не разрушает почву и не мнет траву, по которой катится, а главное, чем больше на него нагрузка, тем легче оно движется по любой поверхности. За это изобретение Магомед Сагов был удостоен большой золотой медали Брюссельской выставки. По словам самого изобретателя, ему очень жаль, что Россия потеряла и его новое колесо, и квантовый насос, и еще много такого, чего мир еще никогда не видал. К сожалению, он прав, хотя Россия, прежде всего, потеряла великого изобретателя, не разглядев, за бесконечными баррелями черного золота и летящими им навстречу нефтедолларами, одну из ярких звезд своего будущего величия. А Норвегия взяла его себе, и не прогадала.
Багаудин Гайтов. Багаудин Гайтов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой электротехники и электрических машин Кубанского государственного технологического университета. Родился в 1937 году, 23 февраля 1944 года. Шестилетним ребенком вместе со всем ингушским народом был выслан в Казахстан. Окончил электромеханический факультет Карагандийского политехнического института в Казахской ССР. Получил международное признание, благодаря своим многочисленным новаторским изобретениям в области электротехники и электрических машин. Профессор Багаудин Хамидович Гайтов является одним из основоположников нетрадиционной электромеханики, служащей основой развития ряда специальных электроприводов и нетрадиционной энергетики. Его научная деятельность охватывает вопросы теории, математического моделирования, методов расчета и конструирования специфических частотно управляемых асинхронных двигателей, в том числе двигателей машин, а также двухвходовых, двухмерных машин-генераторов для нетрадиционной энергетики. Багаудин Гайтов разработал теорию, методы расчета оригинальных конструкций, на уровне изобретений, высокочастотных аксиальных и цилиндрических электрических машин. Широкую известность за рубежом профессор Гайтов получил в 1984 году, после многолетней совместной работы, на основе межправительственного соглашения со шведской фирмой Альфа Лаваль, в результате которой в России и в Швеции были внедрены высокоскоростные жидкостные сепараторы. Ряд изобретений в области специальных аксиальных электрических машин профессор Гайтов внедрил и довел до серийного выпуска на электромашиностроительной фирме Бэйгуань в Китае. Багаудином Хамидовичем Гайтовым опубликовано около 400 научных работ и свыше 70 изобретений. Под его руководством защищено свыше 30 кандидатских диссертаций, в том числе 6 диссертаций аспирантами зарубежных стран.